После каждого диспута с представителями промосковской власти в Чеченской Республике популярность блогера росла. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть. Несмотря на популярность блогера среди определенных представителей общественности, Тумсо Абдурахманов воспринимается в Европе как противоречивая фигура. Критикуя методы ИГИЛ и радикальный ислам, он в то же время придерживается отличных от умеренных мусульман точек зрения. Например, он считает, что установление шариатского правления в Чеченской Республике единственно правильным. Мы обратились с вопросами к Аслану Арцуеву, общественному деятелю, правозащитнику и адвокату немецкого отделения Международной ассоциации «Мир и права человека». В недавнем прошлом, после нападения на другого известного чеченского блогера в Германии Минкаила Мализаева, он защищал его интересы перед немецкими властями. Арцуев объясняет нападение на Тумсо Абдурахманова борьбой между конкурирующими российскими силовыми ведомствами. Как мы знаем, война спецслужб между собой, как и Мадаевов, героев России в центре Москвы и в Дубае расстреливали. Мы все знаем, как они умеют друг с другом разбираться. И человек приходит с молотком, проникает в дом, в адрес, который никто не знает, который скрывается так усердно. Пока вот располагаем только вот этим видео и не очень хорошая репутация Абдурахманова. Меня сама личность Абдурахманова вызывает сомнения. Вот вы сказали, что у вас вызывает сомнение личность Тумсо Абдурахманова. Что вы этим хотели сказать? Человек ведет псевдоисламистскую деятельность, призывает молодежь отказаться от нашей конституции, от нашей фактически государственности. И это с первых дней он подчеркивает, что наше правительство является нелегитимным, что он за шариат и что все остальное он не приемлет, хотя потом выясняется, что он сам не прочь там отдыхать в местах, где по шариату не положено отдыхать, в том же Пятигорске. То, что человек работал в ГУП «Электросвязь» замдиректором, а, как известно, Игорь Шмаков является кадровым сотрудником ГРУ, его непосредственный начальник директора этого в ГУП «Электросвязь». Также известно, что когда мы проводили в Берлине конференцию, присутствовали на конференции правозащитной, этот человек провоцировал на конфликт, чтобы произошла конфликтная ситуация между мусульманами, я их называю подчеркнутыми мусульманами. Вот такие детали просто, когда человек неоднократно увлечен во лжи, возникают сомнения в его интерпретации произошедшего в данном случае. А вот то, что он критикует правительство Кадырова, это тоже вы считаете игрой какой-то? Да, конечно, как Навальный критикует Медведева и других там чиновников, также сейчас есть люди, которые критикуют только лишь Кадырова. Хотя проблемы чеченского народа и чеченского государства появились не с появлением Кадырова, а с Россией на Кавказе до появления Кадыровых вообще. И все сводится к чеченизации. Об этом человеке всегда пишут, что он противник Кадырова. Не чеченизация ли происходит, когда чеченцы ругаются с чеченцами, хотя одна сторона чеченцев, перешедшая на сторону русских, уже не является стороной чеченцев, никакой это не гражданский конфликт, когда одна сторона общества выступает на стороне оккупанта. Это получается коллаборационизм, а не гражданская война. Их много, этих деталей, которые можно об личности этого человека сказать. Ну, конечно же, это не значит, что этого нападения не было. Да? Это говорит о том, что вызывает сомнения вся его деятельность. Ну, а кому он тогда в таком случае мешает, что к нему надо посылать убийц? Тогда он может мешать вот той стороне, которая на стороне Путина, да, это Путин, Кадыров. В последнее время военные очень сильно активизировались, российские военные. Откровенно уже наезжают, скажем так, на Путина, на его ставленников. Ну, а то, что борьба кланов во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия идет давно, это известно, еще начиная с братьев Ямадаевых, когда кадыровская сторона зачистила полностью политическое поле в Чеченской Республике, физически уничтожив братьев Ямадаевых, от некоторых из них. Но некоторые остались. И мы недавно были свидетелями того, как был раскрыт заговор и задержан мэр Аргуна, глава Урус-Мартана, и Абдиалаудинов также был замешан. Попытки вроде бы как по информации из средств массовой информации, попытка убийства, отравления Кадырова. Вот так было
Вы считаете, что это борьба между силовиками, и кто-то из них прислал расправиться с Тумсо? Я считаю, что если Тумсо является сотрудником этих спецслужб, нашим данным, он таким является, то одна из сторон могла прислать для того, чтобы его заткнуть. У меня была информация, Тумсо проходил по делу, как ко мне обращался потенциальный наемный убийца, которого пытались склонить для того, чтобы убить Имрана Алиева, Мансура Старова, Минкайла Мализаева, меня. И была такая информация, что Тумсо Абдурахманову нужно узнать адрес, чтобы его припугнуть. И вот, кстати говоря, киллер, предполагаемый, который лежит на полу, то же самое говорит. Мне сказали припугнуть. Непонятно, что там произошло, следствие установит. От официальных правоохранителей Польши никакой информации вообще нет. Тайное следствие только пока. Видимо, для того, чтобы установить, были ли сообщники у визитера, и чтобы не дать утечки какой-нибудь информации, которая может повредить расследование. Это был Аслан Арцуев, общественный деятель, правозащитник и адвокат немецкого отделения Международной ассоциации «Мир и